Ижемский этнос начал складываться во второй половине XVI века. В формировании ижемского этноса приняли участие вымские и угорские коми, северные великорусы, выходцы из Уссурийского района и лесные немцы. В конце феодального периода ижемские коми выработали в основном ту языковую и культурно-бытовую специфику, которая столь заметно отличает их от других народностей коми. Ижемская слобода, согласно некоторым данным, была основана в 1567 году. Согласно ижемским преданиям, село Ижма несколько раз меняло место своего расположения. Первые поселенцы вначале осели на высоком берегу, на месте современной Мокши. Затем перебрались на правый берег, на 6 верст выше по течению, ныне урочище Оленя. И, наконец, прочно обосновались на месте современной Ижмы. Смешанный состав раннего населения Ижемской слободы не должен вызывать удивления, так как конец XVI и начало XVII веков был отмечен значительными движениями по Печоре и ее притокам различного предпринимательского и торгового люда. Одним из важнейших путей, ведущих на Печору и в Зауралье, стала Вымско-Ижемская водная система. Коми-ижемцы занимались охотой, рыболовством, земледелием. Переняли у немцев и поставили на товарную основу северное оленеводство. Продажа продукции оленеводства в первую очередь замши, шкур, мяса стала основой ижемской экономики. Расположение Ижемской слободы на оживленном торгово-промышленном пути способствовало относительно быстрому росту его народонаселения. Торговые связи Ижемской слободы с ярмарочными центрами Вычегодского края, Тулией, Усть-Вымью, Яринском, Тугримом и Соль-Вычегодском были значительными. Таможенные книги третьей четверти XVII века изобилуют описанием продуктов, доставляемых из сел Ижмы и Печоры на Соль-Вычегодскую ярмарку. Главным образом рыбы, оленей шкур и изделий из них. В Ижемской слободе происходил пушной торг приезжих московских скупщиков. Ижемцы – прекрасные знатоки природы, они наблюдательны и ловки, обладают богатым творческим потенциалом, сохранили традиционное мировоззрение, высокую нравственность, заветы предков. Скудность почв и суровость климата заставляла их много трудиться. Чтобы душа не оскудела от тяжкого и изнурительного труда, ижемцы отогревались в праздничные дни, ходили друг к другу в гости, придумывали различные игры. Пели, плясали. Нет такого ижемца, который бы не любил петь. Приду к тебе по траве ночной, только яркую ты звезду прикрой. Проведи рукой по плечам моим, занавесь зарю, шалью ижемской. Сколько плеч высоко. Песня сопровождала его от рождения до самой смерти. Послушав пение ижемцев, в душе невольно остается настроение песни, радость, веселье или грусть. В настоящее время коми-ижемцев, называющих себя Изватас и говорящих на ижемском диалекте коми-языка, по подсчетам доктора филологических наук Евгения Игушева, насчитывается около 77 тысяч человек. Большая часть из них проживает на территории Республики Коми
в бассейне Средней Печоры, по берегам притоков Печоры Ижмы и Усы. Часть ижемцев посела в Салихарде, Тюменской области, Ненецком автономном округе и Ловозерском районе Мурманской области.